должно быть каких-то приоритетов, вот только пластическая операция или только косметология. Здесь в данном случае каждому свое и каждому возрасту свое. В моей клинике в обязательном порядке есть помощь как косметологическая, так и пластического хирурга. И если я вижу, что у пациентки пока еще возрастные изменения не тянут на какую-либо операцию, я об этом честно говорю. Мне важно, чтобы пациент получил правильную процедуру, потому что если косметолог в 60 лет пациентки начинает колоть филлеры, рассказывая, что они подтянут ей ткани и что у нее она сразу помолодеет, то он обманывает своего пациента. Естественно, пациентка, набрав огромное количество филлеров, приходит и получает проблему даже у пластического хирурга. Точно так же и пластический хирург, который в 30 лет начинает делать подтяжки лица, он лукавит. Нету возрастных изменений, хотя, так чтобы вы понимали, в последнее время все больше поколения 30+ приходит к нам уже с запросами как-то омолодить свое лицо. Но нельзя делать операции в таком возрасте. Существуют абсолютно малоинвазивные методики, такие как контурная пластика, лазерные технологии, как инъекции плазмы, жира. То есть то, что еще может отсрочить пластическую операцию. И в обязательном порядке врач должен владеть этими техниками и использовать для своих пациентов. Очень хорошо, когда есть взаимосвязь хирурга с косметологом. Хирург может объяснить косметологу, какие реабилитационные программы необходимо осуществлять и на каком этапе косметолог может уже подключать свои методики. Поэтому здесь без такой тесной связи и работы, могут быть какие-то там не совсем корректные варианты лечения пациента. Поэтому я считаю, что да, такая связь и такой тандем – это на пользу пациенту. Я надеюсь на это, для этого я и стараюсь все чаще выступать, если меня, конечно, приглашают на такие мероприятия, чтобы показывать о тех нюансах, с которыми мы сталкиваемся после этих косметологических процедур. И я надеюсь, что тесная связь косметологов, пластических хирургов все будет больше и больше наращивать обороты.